Башкортостане увеличилось количество ДТП на железнодорожных переездах. Если в прошлом году было зафиксировано одно такое происшествие, то с начала этого года уже 5. Обсудим меры безопасности прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами Дмитрий Новиков, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги, филиала компании «Российские железные дороги». Дмитрий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Как объясняете статистику, какие меры принимаются? Куйбышевская железная дорога обслуживает 10 субъектов Российской Федерации, Республику Башкортостан. Располагается территориальное управление. В границах территориального управления у нас 163 железнодорожных переезда, из них 35 находятся на главном ходу Транссибирской магистрали. Все они оборудованы специальной сигнализацией, они оборудованы шлагбаумом, они охраняемые, там дежурные работники. Значит, остальные переезды имеют сигнализацию, светофоры соответствующие на подходах, значит, территория переведена для того, чтобы была видимость и автомобилю поезда, и, соответственно, машинисту ведущего локомотива проезжей части, пересекающейся железную дорогу, автомобильные дороги. Значит, у нас ситуация следующая. В этом году наблюдается значительный рост количества ДТП на железнодорожных переездах. Если в прошлом году за весь год у нас было одно дорожно-транспортное происшествие, практически без последствий, значит, в этом году мы имеем уже на текущую дату 5 дорожно-транспортных происшествий. Из них одно, значит, тяжелое, в котором пострадали смертельно 2 человека. Это водитель, пассажир переднего сиденья. И, значит, в тяжелом состоянии пассажир заднего сиденья был тоже направлен в больницу. Значит, также мы имеем столкновение с грузовой автомашиной КАМАЗ, значит, тоже последствия серьезные, тоже водитель автотранспортного средства тоже был доставлен в больницу. Что делает компания «Российские железные дороги» для того, чтобы все-таки эти риски все минимизировать и свести их к минимуму. Значит, комплекс мер предусматривает профилактическую работу, которая включает в себя и работу с водителями автотранспортных средств собственно, на самих переездах. Наши работники встречают вот этого водителя, отдают ему памятки, объясняют ему ситуацию, значит, как он должен пересекать этот железнодорожный переезд. Значит, об устройствах работы светофорной сигнализации и так далее. Отвечают на вопросы, которые, возможно, у них возникают. Значит, также мы проводим работу с автотранспортными предприятиями, встречаемся в коллективах совместно с работниками ГИБДД. У нас действует совместно с республиканским ГИБДД 25 совместных групп, то есть они, акцент на переезды в основном. То есть там встречаемся, состояние переездов, подъездов к ним и со стороны железной дороги, и со стороны автомобильной. Это все делается. Значит, технические мероприятия. Мы проводим работу по капитальному ремонту переездов, светофорной сигнализации и так далее. Значит, освещение. Много внимания уделяем устройствам заграждения, специальным устройствам, которые, в принципе, исключают выезд автотранспортного средства, они блокируют проезжую часть на переезд. Все-таки надо понимать, что железнодорожный состав это и в целом железная дорога это зона повышенной опасности. Вот для примера, вот железнодорожный состав весом 7000 тонн во главе с ведущим локомотивом при скорости 80 км в час. В случае экстренного применения торможения машинистом, если он видит какую-то помеху на железнодорожном переезде, тормозной путь в самых лучших вариантах составит не менее 500 метров. А если это значительный уклон, а такие профили у нас везде различные, на котором переезд располагается, то есть здесь тормозной путь может быть даже более 1 километра. Это надо все понимать, поезд он мгновенно остановиться не может, поэтому здесь, вот я уже сказал, такая значительная масса, здесь практически шансов не остается в результате столкновения. Что показывает анализ тех ДТП на железнодорожных переездах, которые произошли в этом году? Все переезды, на которых вот произошли вот эти вот дорожно-транспортные происшествия, все после этих ДТП обследования с участием представителей ГИБДД, значит, все переезды с исправно действующей светофорной сигнализацией, удовлетворительные подъезды, в принципе, вопросов по техническому состоянию как автодорожной части и железнодорожной части нету. Значит, во всех случаях грубо нарушены правила дорожного движения и ответственность это вся водителей автотранспортных средств.
Беспокоит ситуация на рокадных ходах, где мы не можем установить эти шлагбаумы, не можем посадить дежурного работника. Почему? Потому что, чтобы это сделать, необходимо выполнение определенных условий. Первое – это интенсивность движения поездов, она там значительно меньше, и просто на эти размеры движения обустраивать такой переезд это неправильно. Значит, и, конечно, частота движения автотранспортных средств. То есть здесь, конечно, все эти ДТП, которые мы имеем в этом году, они все как раз произошли на этих малоинтенсивных железнодорожных линиях. Здесь нужно, безусловно, работу профилактическую проводить. Мы это делаем вместе с главами местных администраций. Они нам всячески в этом помогают. Я прошу их тоже активизировать эту работу с населением. Значит, для того, что железная дорога – зона повышенной опасности. Это надо всем помнить, понимать. И в школах мы встречаемся, и с детьми встречаемся, и с родителями встречаемся. Значит, этому вопросу внимание уделяется должное. У нас надо отметить, что очень серьезная поддержка со стороны правительства Республики Башкортостан, Министерства дорожного хозяйства и транспорта и дорожного хозяйства. В чем она заключается, поддержка? У нас есть, в данном случае 5 марта мы актуализировали нашу программу совместную, которая предусматривает работу по все-таки строительству путепроводов в первую очередь, по закрытию железнодорожных переездов, по закрытию отдельно взятых переездов. Что мы предлагаем? Значит, у нас есть такие малодеятельные переезды, где например, поля какие-нибудь сельскохозяйственные обслуживает техника, которая на поля заезжает, она вынуждена пересекать железнодорожное полотно. Поэтому мы предлагаем, когда у нас пассивных нету, когда уборочных нету, мы, предлагаем установить шлагбаумы, специальное заграждение, определить порядок с причастными структурами, которые бы этот порядок определял проезды. То есть мы на время закрываем этот шлагбаум, когда надо проехать автотранспортной технике, наш работник там совместно открывает по заявке, они пропускаются, дальше опять закрывается, и в принципе здесь уже риски они сводятся к минимуму. Это один предложение. Самое важное, конечно, строительство уже автомобильных путепроводов. Все прекрасно знают, какая проблема у нас в Нагаево, это Зинина, в Уфе, да, это обводной путь наш, южный обход. У нас там не такое, надо сказать, интенсивное движение, как на главном ходу, но тем не менее, там пробки создаются, и люди испытывают серьезные проблемы по пересечению железной дороги. Переезд там у нас оборудованный светофорной сигнализацией, он неохраняемый. Трафик там порядка 30 тысяч машин в сутки, поэтому он очень интенсивный. Решение принято, и правительство уже активно, я знаю, строит путепровод. Мы все свои согласования дали по пересечению, поэтому здесь, я думаю, скоро вопрос все-таки решится. Значит, есть такой принцип, что ли, можно так сказать. Если у нас мы, железнодорожники, по крайней мере, с такой инициативой выходим, если переезды находятся на расстоянии менее 5 километров друг от друга, если рядом с пересечением железной дороги переезд автомобильный находится путепровод уже действующий, и если это расстояние менее 5 километров, то, конечно, нецелесообразно содержать переезд и эти риски накручивать. Поэтому нужно, может быть, в этих случаях отдельно и путь увеличится, по крайней мере, эти все риски будут сведены на минимум. Такая у нас позиция, мы ее придерживаемся. Система фото- и видеофиксации – это эффективная мера? Да, очень эффективная мера. У нас 13 переездов оборудованы средствами фото-видеофиксации. Сейчас, идет работа по подключению этих 13 переездов средств фото-видеофиксации к системе ЦАФАП, для того, чтобы можно было все-таки фиксировать, и потом эти штрафы, если они будут нарушения, они приходили, и человек, в принципе, за свои нарушения отвечал. Планируете ли расширять? Да, безусловно, совместно с республикой мы этим занимаемся, и у нас в планах увеличивать количество переездов, в первую очередь аварийных, на которых большое движение автомобилей, трафик большой, где интенсивное движение железнодорожного подвижного состава. Поэтому там в первую очередь у нас есть программа, мы тоже этим занимаемся. Цифры немножко, если есть. Цифры у нас, я его сказал, 13. Пока 13, а потом подключим, потом дальше будем изыскивать средства. Дмитрий Викторович, недавно состоялся запуск скорого пригородного поезда «Орлан» по маршруту Уфа-Кумертау-Уфа. Уже порядка 1000 человек проехались на нем. Как вы оцениваете эти показатели, во-первых, да? И как все идет? Идет все, надо сказать, хорошо. Во-первых, надо отметить, что
большую поддержку, опять же, лично Ради Фаридовича в этом вопросе. Он участвовал в встрече с начальником дороги. Да, в декабре месяце, когда на вокзале встречались, обсуждали много вопросов по взаимодействию. Это южный обход, реконструкция путей, это и вокзал, безусловно, это значит и вот в том числе этот проект. И было принято решение все-таки его реализовать, и сроки были намечены май. Но вот поработали так, что вот смогли отправить его 2 апреля. Поэтому вот он у нас пошел у нас он публично, мы его открыли с участием главы республики, начальника железной дороги. Значит, накатали сейчас уже и 1000-го пассажира, 13 апреля уже 1000-й был, цветы подарили, сертификат вручили, бесплатно будет месяц ездить этот человек, ему повезло. Значит, в принципе, люди довольны, уже больше 1500 людей уже все-таки нашими услугами пользуются. Надо отметить, что вот то сообщение, вот это маршрут, вот этот вот от Уфы до Кумертау, он всегда пользовался спросом. Там города Стерлитамак, Мелеуз, Салават, Кумертау. И время в пути до вот этого проекта, оно было 6 часов, и вынужденная была остановка техническая по станции Стерлитамак. То есть вот 6 часов человек добирался до Уфы, до Кумертау. Сейчас вот с вводом вот этого вот проекта, с реализацией, 3 часа 50 минут идет этот состав. Конечно, мы приняли меры, мы изменили схему движения. У нас он на всех полустанках не стоит. От Уфы остановка Дема, потом у нас уже идет Стерлитамак, потом идет у нас дальше Салават и так далее. Только города берет. Поэтому, отправляясь из Кумертау в 4 часа, он около 8 часов уже прибывает сюда. То есть можно успеть на учебу, можно успеть на работу, и 18 часов после 18 часов он отправляется обратно. Тоже очень удобно. Значит, 3 часа 50 минут это не предел. Мы сейчас, железнодорожники, занимаемся оптимизацией нашей инфраструктуры, принимаем меры для того, чтобы повысить скоростя движения. И себе задачу поставили осенью свести время в движении от Уфы до станции Кумертау на 30 минут меньше. То есть за минусом 30 минут, где 3 часа 20 он будет доходить этим же маршрутом. Значит, удобный, комфортабельный, современный, отечественный, надо отметить, подвижной состав, биотуалеты, специальное устройство для маломобильных граждан. И с перрона, чтобы можно было попасть в вагон, и сойти тоже, соответственно, специальное устройство. Зонирование воздуха, соответствующие санузлы, мягкие сиденья, там, Wi-Fi и все, что сейчас вот современно есть, все в нем есть. Поэтому и льготный проезд предусмотрен, и у нас и студенты, и ученики, при наличии, конечно, справки, они пользуются 50% скидкой. То есть есть законодательство, есть порядок определенный, и все, кто имеет право на эту скидку, они ее могут получить. Я думаю, телезрители главного телеканала Республики обязательно обратят внимание на это. Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был Дмитрий Новиков, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги, филиала компании «Российские железные дороги». Не переключайтесь, все самое интересное в нашем эфире.